Учиться играть на домбре никогда не поздно. Жаңа Кön начинает трансляцию видеоуроков вместе с преподавателем Танатом Саденовым и телезрителем Канагатом Нильдыбаевым. 53-летний программист решил воплотить в жизнь давнюю мечту. Я в детстве тоже помню, что пытался что-то наигрывать там, правда. Я так скажу, что у меня нет такого идеального слуха. В голове все время сидело, что я хочу научиться на домбре играть. Начинать будем с самых азов. Танат Саденов учит правильно держать домбру. Теперь мы научимся играть на домбре. Опустите пока левую руку. Сейчас мы рассмотрим, как должна двигаться правая рука. Соберите вот эти 3 пальца. Теперь при движении вниз ноготь указательного пальца должен касаться обеих струн. Когда мы делаем движение рукой вверх, струн должен касаться ноготь большого пальца. Давайте попробуем. Теперь попробуем поочередно вверх-вниз. Расположите большой палец левой руки на 5-м делении грифа. Указательным пальцем зажимаем струну на 4-м делении. Теперь следующим пальцем нажимаем на 5-е деление. Затем на 6-е и на 7-е. Теперь в обратном порядке. Вам нужно каждый день выполнять эти упражнения, чтобы размять пальцы. Канагат, мы будем играть на домбре не по нотам. У нас есть специальная система, мы будем использовать цифры. Благодаря этому вы сможете быстро выучить произведение. Вот эти цифры сверху 3, 3, 2, 2 означает нижнюю струну домбры. А вот эти 0, 0, 0 – это верхняя струна. Вот третье деление. Мы берем его 2-м пальцем. Когда вы играете на домбре, пальцы считаются вот так. 1, 2, 3, 4. Это большой палец. Попробуем. На этом первый урок завершен. Эти упражнения Канагату предстоит повторять 4-5 раз в день до следующего занятия, а оно состоится ровно через неделю.